Есть у нас Бог, и мы загораемся под Его воздействием. Наш порыв несет в себе семена священного разума, Овидий, Фасты. Природа человека действительно божественна. Особенно ярко это проявляется в судьбах людей, живущих ради благой цели. Жизнь их наполнена высоким смыслом. Со временем образы этих людей становятся яркими символами. Вилен. Так обращались к нему все, кто даже не был с ним знаком. Ведь любимых и почитаемых людей в народе всегда звали просто по имени. Это верный знак прижизненного признания. С этим жил и остался в истории Вилен Варзяти, представитель уважаемой фамилии всего осетинского народа. Сегодня творчество Вилена Варзяти интересует не только историков и этнологов. Его читают и цитируют многие из тех, кому не безразлична судьба Осетии. Его произведения сегодня издают и переиздают истинные патриоты своего народа. Его научные труды переводят на иностранные языки, изучают в школах и вузах. 6 ноября 2007 года ему исполнилось бы 55 лет. Он еще многое мог и должен был успеть. Его уход ощутил каждый, кто знал его лично или по его работам. За свои 42 года он успел оставить неизгладимый след в науке и духовной культуре своего народа. Он помогал всем нам лучше понять происходящее сегодня, заглянуть в будущее и помнить о своей истории. В одной из своих работ Вилен писал: «Они, осетины, сохранили в веках и поколениях то, чего нет ни в каких исторических хрониках и документах. Речь идет о мироздании древнего, неповторимого, своеобразного социума восточных иранцев. Это всегда следует помнить и как музейный раритет тщательно сохранять, хотя бы для мировой цивилизации, если нам самим это не нужно и доставляет дополнительную тягость бытия». Каждый народ традиционно с древнейших времен, начиная с ранних этапов истории человечества, себе всегда ставил выше, чем соседи. Другое дело, как мы пользуемся этническим багажом в настоящее время. Ведь история алан средневековых, она, не знаю, от кого это пошло, показывается очень однобоко. Меч, щит, ура! А мало кто обращает внимание на духовный аспект аланской миссии. Мы же знаем, что из среды алан вышли люди, которые были зачислены в лик святых Русской Православной Церкви, Грузинской Церкви, Армянской Церкви, святой Алоис, святой Франции. Его именем имеются монастыри и храмы. И этот аспект деятельности алан, он как-то отходит на второй план. Даже если мы возьмем нашу современную жизнь, обратите внимание, в любую школу мы зайдем и посмотрим герои-земляки, герои Афганистана и так далее, и так далее. Увидите вы где-нибудь мыслители Осетии, Афакогаси? Увидите? Я нигде не видел. Про Костяне говорю, Махарбека Туганова увидите вы где-нибудь? Эльбаздуку Бритаева увидите? Это выдающиеся люди были. Вилен Варзяти внес существенный вклад в этнографическое осетиноведение. Молодой ученый страстно пишет о скифском наследии в культуре осетин. Тепло вспоминает об именитых ученых осетиноведах Шигрене и Миллере,
о британском нартоведе Бейли, о своих учителях Горданове и Калоеве. Хорошо известны его работы о диалоге культур в творчестве Бритаева, о Туганове, как об этнографе. Вилен с любовью исследует народные песни и обряды. Уже зная о своей смертельной болезни, он за 3 месяца написал свою книгу «Праздничный мир осетин». Болезнь медленно точила его изнутри, но он всегда держался с достоинством. Его работы становились все блистательней. Книгу «Праздничный мир осетин» он написал по заказу Салтанбека Табулова, тогдашнего директора Института гуманитарных и социальных исследований. Прекрасно образованный и талантливый руководитель, он высоко ценил ученого и создал ему достойные условия для работы. Чтобы сэкономить время, он освободил своего старшего научного сотрудника даже от посещения института. Обещал найти спонсоров, нашел их и издал книгу. Так, стараниями 2 ярких личностей и появилась в истории осетинской культуры эта удивительная книга. Вышла она в 1995 году, уже после того, как оба покинули мир земной. Вилен всегда мечтал о том, чтобы вывести уникальный язык своего народа с периферии мировых культурных ценностей. Он с трепетом относился к родному языку. «Важно сознавать всем нам, — писал он, — что речь идет о последнем в мире живом индоиранском языке, единственном носителе восточно-иранских культурных ценностей, который объединяет нас в веках с архаикой европейских скифов и сарматов, азиатских саков и массагетов и, наконец, наших прямых средневековых предков алан». Вместе с тем, ученый страстно хотел пройти дорогой алан на запад. Я бы просто хотел по возможности увидеть собственными глазами то, что мне знакомо по литературе. Надеюсь, это мне поможет в работе. В 1993 году мечта Вилена Уорзяти сбылась. В составе научной экспедиции «Виа Аланика» он вступил на дорогу своих славных предков и прошел вместе с коллегами, известными осетинскими учеными, по аланскому маршруту средневековой Европы. Через год Вилена не стало. Его недолгий жизненный путь был чрезвычайно насыщен. В 1975 году он с отличием окончил истфак Северо-Осетинского университета. Через 3 года окончил аспирантуру и блестяще защитил кандидатскую диссертацию в Институте этнографии Академии наук СССР. В 1992 году Вилен профессор кафедры российской истории и кавказоведения САГУ. В 1993 году был научным консультантом художественного фильма «Легенда горы Дбау», а в 1995 году стал стипендиантом Российской академии наук и получил приглашение на работу в Оксфордский университет. Вилен – автор свыше 100 научных публикаций. Он прекрасно танцевал, рисовал, лепил, был душой компании. Вилен был индивидуален во всем, в том числе и во взглядах на историческое прошлое своего народа. Опираясь на опыт передовой исторической мысли, он сумел доказать право осетинского народа на наследие древней иранской культуры. Его научные выводы помогают нам не только разобраться в полученных от славных предков знаниях, но и применять их в новых культурно-исторических условиях. Вилен собирался завершить работу над книгой «Алания после Алании», но она так и не увидела свет.
Быть может, уже вырос ученый или писатель, который напишет свою книгу и назовет ее «Алания после Вилена».